Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Регламент боя 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Все ясно? Скисет. Ну и Ярослав, незаметно так со всеми этими финишами, поединками, бескомпромиссными дошли мы до комейн-ивента. Да. И твое мнение насчет поединка этого? Ну, мы знаем, Бигзат какой мощный ударник. Сколько нокаутов у него на ютубе есть. Отметим борьбу именно Бекжана. Он мастер спорта по вольной борьбе. И многие свои поединки он именно с помощью своей борьбы и забирал. Побеждал в них. Так что в этом поединке не исключение. Он будет искать свое счастье, наверное, только в партере. Да, ну действительно непростая задача для Бигжана Утемисова переводить своего молодого оппонента, который к тому же очень бодро начинает поединок 2 ударами в корпус. Бекзат после поражения выходит на этот турнир. И мотивации ему не отнимать, конечно. Ну и прессингует сейчас Алмахан своего Фронт-кик хотел пробить соперника. Утемисов. Работает еще и Бигзат на удобной для себя дистанции. И чтобы видеть тейкдауны и своими длинными руками он вполне может достать Бигжана Утемисова и без такого приближения. Вот сейчас была попытка пройти в одну ногу. Под удар хотел пройти Утемисов. Нащупывает дистанцию. Альмахан для удара, а Утемисов для прохода в ноги. Снова у нас противостояние ударника и борца, и нокдаун. Есть хорошее попадание. Но сразу стоит Утемисов. Да, такой флеш-нокдаун скорее произошел. Немного потрясло Бигжана Утемисова, но в принципе встал он очень быстро. Выглядит он очень собран. Сейчас неплохо ушел от удара опытный ветеран. Полностью блокирует все проходы Утемисова, Бекзат. Что ж, добавит ли Бекзат Алмахан в свою копилку нокаутов очередной нокаут? Пока большой вопрос, но вот сейчас вот еще одно попадание. И кажется, почувствовал Бигжан Утемисов это колено в районе солнечного сплетения. Прижал он руки к груди, но снова ветеран продолжает поединок, как ни в чем не бывало. У нас уже наступил экватор поединка. Пока ничего нового не может предложить Бекжан. Стойки. Ему искать успех точно будет сложно. Ну и старается не двигаться он под правую руку Бекзата. Меняет он углы передвижения. Правда, хорошее попадание по корпусу. Если Алмахан взрывается, пока он попадает точно. Еще одно колено и своим шансом воспользовался Бигжан Утемисов. Да, в принципе, бойцам, как я понял, пока абсолютно все равно на эти нокдауны, тейкдауны. Альмахан бьет редко, но метко. Каждый удар у него акцентированный и в цель попадает. Что ж, возможно, Бигзат мотивирован еще и выступлением Алишера Габдуллина, который после своей победы заявил о том, что пора ему уже
подраться в титульном бою, ну, Бигзата вполне есть возможность. Да, он тоже с амбициями на титул. Вполне есть у него возможность, если он сегодня ярко закончит свой бой, то его потенциальным соперником может быть как раз таки Алишер Габдуллин. Вполне возможно. Опять хорошее попадание. К активности призывает Давримбек Джакаев обоих бойцов. Сейчас вот очень жестко. Апперкот. В очередной раз их Ой, не Аль-Махан и сразу же воспользовался моментом. Правда, пока не Биграм довел вцепился, тейкдаун до конца, а как теперь тигр, в ноги. И не отпускает их. Десять секунд. ну что ж, пока предпочтительнее выглядит более молодой спортсмен. Ну а Бигжан Тимис продолжает искать свое участие в борьбе. Не довел он, правда, свой второй тейкдаун до конца. Остался на ногах Бигзат Алмахан. И причем находился он у сетки в позиции лишь с двумя опорными точками. Классное попадание в район виска. Ну, и здесь снова мы видим, как Бигзат Алмахан раз за разом старался нанести тот самый удар, который станет последним на сегодня для Бигжана Утемисова в этом поединке. Секунданты, покидаем октагон. Бойцы встаем. Насухо протираем красный угол бойца. Капу одеваем. Бойцы синий угол. Секундант, покидаем. Поездка. Покажи капу. Покидаем. Помощник размер. Октагон закрываем. Ну и Давримбек Джакаев дает команду к началу второго раунда. Первый безоговорочно забрал Бигзат Алмахан. У него был и нокдаун, у него было и давление, и несколько очень тяжелых попаданий на стороне Бигжана Утемисова. Все его навыки борьбы все еще при себе, но возраст уже дает наверняка о себе знать. Да, и с тем прессингом и натиском, который показывает Аль-Махан, очень сложно работать Утемисову. Еще одно жесткое попадание. Утемисов стойкий боец. Что ж, прошел он уже много войн. Повидал он тоже всякого в боях, поэтому вряд ли то, что делает Бигзат Алмахан, для него сюрприз. Но, скорее всего, по физическим кондициям ему ответить на это уже очень тяжело. Кстати, проход в одну ногу. Пытается завершить тейкдаун сейчас. Но стоит отметить, что Бигзат тоже очень неплохо борется. А также защищается от проходов. Что и показывает он. Пока не дает никаких шансов, чтобы перевести себя в партер. Работаем. После призыва к активности сразу нанес удар. Снова от Аль-Махана удары по лицу. Бигжан вцепился и сделает все, чтобы уложить соперника на канвас. Ну, уже очень тяжело из такого положения провести тейкдаун. Синий, работаем. У соперника было достаточное количество времени и переместить свой центр тяжести, и занять удобную позицию клетки. Стоп. Центр.
хлесткий хлопок у Дауренбека Джакаева получился по спинам обоих бойцов. И Бигзат моргнул своему секунданту, что все нормально, под контролем. Там знать. Что ж, еще одно жесткое Хорошее попадание в колено на Чуть выходе не из достигла клинча. цели. Бигзат больше двигается в стойке. Да, Начал локти гораздо туда и обратно. активнее он, но для Бигзата Алмахана при нынешнем стечении обстоятельств, учитывая, что ветеран выходит на коротком уведомлении, опять же, как и в случае с Эмрахом Шавкатовым, желательно, конечно, завершить поединок досрочно. Но Бигзат почему-то не форсирует события. И сам оказывается сверху. Потому что минута 30 до конца второго раунда. Старается улучшить позицию. Зайти за ногу хочет. Альмахан. Но Утемисов умело защищается. И сохранил позицию в гарде. Классно работаем. Тема. Минута до конца, но это вообще не смущает Дауренбека Джакаева. Требует он в любой момент поединка активности. Пока бойцы не предпринимают активных действий. Что ж, ну, в таком положении пока что видно, что Бигжан Утемисов ни в коем случае не растерял свои навыки борьбы в защите. Не дал он активно поработать молодому сопернику. Меньше половины минуты осталось до окончания второго раунда. Пока сценарий все тот же. Небольшое преимущество у Бигзата. Что ж, пока что ветераны, которые выходят на коротком уведомлении, показывают себя более чем достойно, учитывая то количество времени, которое им дали на подготовку. И в октагоне тоже. Учитывая время. Хорошее попадание очередное, но... Кажется, Бигжан Утемисов просто не чувствует любые попадания по себе. И Бигзату Алмахану действительно стоит переключить скорость и добавить в плане прессинга, чтобы попытаться больше активных действий совершить и попытаться завершить бой досрочно. Секунданты, покидаем октагон. Бойцов протираем насухо. Стенки сзади. Бойцы встаем. Одеваем капы. Поясню, встаем. Капа. Капа форма. Аркан руки. Секундант. Форму уберешь. Третий раунд. Ну и начинается у нас заключительный третий раунд комейн-ивента юбилейного турнира Octagon 20. И пока что уверенным преимуществом обладает Бигзат Алмахан, но события он никак не форсирует. И, возможно, финальная пятиминутка — самое время для того, чтобы попытаться немного рискнуть. Да, или рискнуть, или просто немного поднажать. Пока что Бигжан Утемисов никак в стойке не угрожал своему сопернику, только в борьбе. Ну и, видимо, как легко его переворачивает Бигзат. Который также был готов бороться. Да, уже Активные действия.
читает эти проходы Бекзат Алмахан. И кажется, сейчас он весело проводит время, немного разговаривая со своим соперником, улыбаясь. Хотел на маунт выйти, но Денисов не дает такой возможности. Блокирует ногу. Попытка Кимуры. Да, болевой на руку. Пойти на середину. Обратно Кимура. Обратный Кимуры побеждает Алмахан и Бекзат сразу Алмахан. высказывает свое уважение оппоненту, более возрастному Бекжану Денисову. И у нас все-таки состоялся финиш в третьем раунде. Считались многие, что Бекзат Алмахан финиширует этот бой в стойке, но закончил он его неожиданно обратной Кимуры. В этом бою в третьем раунде на первой минуте 18 секунде победу приемом одержал боец из красного угла октагона Бекзат Алмахан.